Рамзан Кадыров лично встретил у себя дома уважаемых муфтиев СКФО во главе с председателем Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаилом Бердыевым, которые прибыли в Грозный для проведения научно-практической конференции. Каждый из них хорошо знал и поддерживал дружеские отношения с первым президентом Чеченской Республики, который и был одним из инициаторов создания Координационного центра. Это помогло объединить мусульман Северного Кавказа. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. Хозяин, вы здесь старший у нас. Друг, близкий человек, Ахмад Хаджинов. Кто может быть хозяин? Спасибо. Поздравляю вас с юбилеем. Спасибо, спасибо. Это наш общий юбилей. Да. Ахмад Хаджи это начал. Про координационный центр. Будем стараться делать то, что он нам завещал. Ахмад Хаджи. То, что он говорил, действительно, это постоянно все сбывается. И в этом видишь вот именно то, что у него было знание от Всевышнего. Истинный человек, который ушел шахидом. И мы надеемся, если мы тоже уйдем туда, он нам тоже будет заступничество делать. Научно-практическая конференция была посвящена 25-летию со дня основания Координационного центра. В ней приняли участие в очном формате более 800 людей. Такие мероприятия планируют провести и в других регионах СКФО. Это у нас первая конференция 25-летию. Были у нас круглые столы, посвященные этому. А вот первая конференция именно здесь. Я надеюсь, в остальных местах тоже по всем регионам проведем. Показать всем, что действительно координационный центр действует, существует. Самое большое количество мусульманских мечетей это у нас, в координационном центре. Но пока что мы все действуем и живем только в ваших прикрытиях. Дай Аллах тебе силы и здоровья. Мы все именно этим живем, то, что у нас есть. После Аллаха надеемся на тебя. Муфтии Северного Кавказа поблагодарили Рамзана Кадырова за весомый вклад в поддержку мусульманской уммы, отметив, что он сделал немало для ислама, и в основе его системы руководства республикой находится религия, традиции и обычаи, а масштаб его личности достигает мирового уровня. Без этого, наверное, во все времена так было. Находился человек, который это все держал и поддерживал. Вот именно ты у нас такой. Слышал, избираю. Да. Рамзан Хаджи, с нами посиди, покушай. Когда с подчахом сидишь, кушаешь, нам тоже баракат. Да? Это подчах, но я не подчах. Ты самый настоящий подчах мусульманский. Дай Аллах тебе силы и здоровья. Спасибо, что нас пригласил домой. Это очень большая честь для нас, для всех. Надеемся постоянно видеться с тобой. То, что ты делаешь, вот Исмаил правильно сказал, ты пачах для мусульман. Наверное, не только для Кавказа. Наверное, не только для России. Очень много, это мировая, масштаб мировой. Это не зависит от того, кем ты работаешь. Это зависит от величины персоны, фигуры. Пусть Аллах укрепит тебя, укрепит то, что сегодня сделано было. Это же не случайно было сделано. Это было шаг за шагом, это деяние ваше. Вот сегодня я там сказал на конференции, вот эти плоды, о котором думал Ахмад Хаджи. Я читал книгу, когда были выборы первого президента, и здание плохое было там, и капало. И Рамзан сказал, говорит, вот подождите, вторые выборы будут, увидите, какое здесь здание будет. И это опять люди увидели. Алхамдулилля, пусть Аллах воздаст за это. И то, что мы вот сегодня видели, то, что мы наблюдаем, вообще в Грозном, Чеченской Республике, хотят враги, не хотят, это же есть, это никуда не спрячешь.
И это нормальные люди видят и благодарят тебе. Вот я это очень хотел всей души сказать. Потому что вот все муфтии, сидим, где бы мы ни сидели, о чем бы мы ни говорили, иногда совсем непонятно, о чем говорим, но речь потом выходит к тебе всегда. Всегда. И через Аллаха, салам алейкум, передаем. Вот то, что ты там где-то есть, нам этого хватает. Но когда ты сегодня позвал, как сказал Исмаил Хаджи, это, конечно, нам это дорого. Нам это дорого, что мы сидим, кушаем, с тобой разговариваем. Я помню, когда мы сидели у тебя, все муфтии, и когда ты там чуть-чуть, какие-то времена были не так, кто-то поступил, получалось там, и когда ты говорил муфтиям, нам всем, как хутбу прочитал, это намного дорого, когда человек, почему вот я всегда, где бываем, и все тоже, я говорю, за твое мышление, ты далеко смотришь всегда, всегда, очень далеко, перспективно, поэтому все и получается. Вот я никогда не забуду, мы сидели президент отеля, и кто-то тебе сидел вокруг, кто-то тебе что-то говорил, а я наблюдаю, а ты ушел куда-то мыслями. И говорим, потом ты говоришь, по-чеченски спросил, я не помню кого, Адама или кого, и потом ты спросил, а сколько детей чеченцев в интернатах, в детдомах? Помнишь такое? Это было 12 лет назад. И вернуть их, помнишь? Грозный, устроить, училище, юнкера. Это же говорит о том, что человек постоянно думает. Мы это видим. Может быть, мы не всегда можем сказать. Ахмад Хаджи Кадыров остался в истории как один из самых влиятельных деятелей ислама, отмечают религиозные деятели. Ведь о нем пишут книги, про него рассказывают в школах, а его имя известно во всей России и за пределами, поскольку он оставил после себя большой след. Ко мне подошел один журналист с Южной Осетии, он сейчас в Осетии живет, и политический деятель. И он говорит, я пришел, я его читал часто, никогда не был знаком с ним. Он подошел, познакомился, я говорю, я знаю тебя. Он говорит, я хочу написать книгу о великих деятелях ислама, сегодняшний ислам. И кого ты хочешь, говорю, с кого начать? Он улыбнулся, с Ахмад Хаджи. Я говорю, почему? Он говорит, когда я задумал писать эти книги, то он начал опять, провел там такие базовые вещи, по какому фактору выбирать. И я сравнил всех деятелей с Ахмад Хаджи, и каждый из них, я сегодня об этом говорил, начинал с чего-то, с республики начинал, там еще с чего-то начинал, еще с чего-то. То есть фундамент был, он дальше продолжал. Ахмад Хаджи начал с сгоревшей земли Чечни, когда война была гражданская, когда никого не было, один начал и поднял все это. Потом я смотрю, какой он след оставил после себя, и как они оставили. Да, кто-то там построил индустрию, еще что-то сделал. Ахмад Хаджи построил вот это и сдал стратегический задел. Не только сделал, после него Рамзан взял, развивает, и посмотри, каких высот достигла Чеченская республика. Уровень, он рассматривает уже Рамзана Кадырова как последователя дела Ахмада. Посмотри, каких высот он добился, несмотря, что это такой же регион, как и 86 регионов России. А у него величина не союзная. Мировая величина. Даже вот за эти 25 лет великие дела же совершились. Я как картину вот сейчас я принес вам подарил. Это наша мечеть Владикавказская. Когда был съезд не мусульман, какой-то съезд в Осетии, Ахмад Хаджи приехал, и он там сделал азан и намаз. Она еще не передали ее, это еще музей был. Зашли, вот он сделал. И сегодня каких уровней, где в Чечне тогда не было никаких мечетей. Все сожжено было. И этот человек, который мне рассказывает, Мак Махамад, она говорит, такая громадная у вас мечеть. Я говорю, нет, она так тебе, он говорит, да, так казалось, потому что не было. Маленькая мечеть, сейчас какие в Чечне. Какая большая разница за это время произошла. Сколько мечетей лично ты построил? Сегодня говорили сотни мечетей, но в 1000 мечетях ты же принимал участие. И то, что ты принимал участие в нашей Мирхотовской мечети, это, конечно, с помощью Аллаха, когда мы ее построили, мы ее так быстро бы не построили, мы, может, при моей жизни тоже не построили. Мы 2 или 3 школы хафизов вместе с вами открывали, вы позвали нас. Я тогда сказал, какая великая мысль вот эти школы сделать, и какие мусульмане потом оттуда пойдут. Сегодня у вас 17 этих школ хафизов. И если какой-то обыватель эти вещи не понимает, ему лишь бы хорошо было.
То есть далеко думать. Сегодня в Чеченской Республике мощнейший фундамент будущих дел застроен. Мощнейший фундамент. Стратегический фундамент. И когда кто-то что-то говорит о вас, о тебе лично, то эти люди это понимают. Это враги. Они понимают, что вот сейчас оставь Чечню, там через 10 лет что будет, понятия не знаю. Понятия боятся и не хотят, не хотят. Поэтому, если бы этого не было, бы, то, что там пишут и боятся и говорят, значит, наверное, не так дела шли бы. А сейчас люди понимают, что к чему. Тут же Рамзану Кадырову преподнесли подарок в виде картины. Вот здесь Ахмат под командой зашли, это был еще музей. Дал азан, наверное, был первый азан за какие-то много десятки лет, 70 лет, а потом сделали намаз. Спасибо большое. Глава региона всегда лично принимает все самые важные решения, касающиеся различных сфер деятельности республики, и держит все под контролем. Именно благодаря этому субъект успешно развивается семимильными шагами, и в нем созданы отличные условия для исповедования ислама. Экономист был. Он в международном университете преподавал. Он приехал ко мне, он был председатель. Приятель, Да. Руслан. Да. Он мне говорит, я приехал специально познакомиться с твоим советом экономического направления и хочу стать твоим советником по экономике. Я говорю, улыбнулся, я говорю, у меня нет, советников. Он говорит, Рамзан, говорит, я вполне серьезно говорю тебе, говорит, дай мне познакомиться, но. Я говорю, я тоже вполне серьезно говорю, у меня нет советников там, я говорю, есть у меня советник, который удостоверение носит, я говорю, таких советников, которые, чтобы мне советовали, что это надо делать, что это надо, я даже этого понимать нет у меня, я говорю. А тогда как ты строишь, говорит, я, говорит, экономист, считаю себя самым, говорит, лучшим в мире, считаю, люди считают меня таким. И я, говорит, не могу, говорит, догнать, мне интересно, говорит, как ты это делаешь. Я говорю, сказать тебе правду, я говорю. Я лежу, я говорю, мысль походит, я говорю, я стою, я говорю, делаю, я говорю. Вот так я строю, я говорю. Он обиделся на меня, короче, не поверил. Он не мог поверить. Не поверил, да, он все равно там. Очень много людей спрашивают, кто говорит, ему помогает, кто ему советует, что, только один Аллах, больше никто. Это является караматом. Если за короткое время Аллах позволит сделать такие большие дела, деяния, это значит, Всевышний показывает свою силу через своего любимого раба. Не в обиду сказать, ты возьми республики все. Они же все были нормальные, все было. И пустая Чечня. И сейчас какие у них, у нас уровни, и какие здесь. Все зияты посетили день Рамазана. У нас 130 зияртов, святых аулия. Вот один месяц все зияты мы посетили. Он поручение дает, вот это построить, вот здесь дорогу, вот здесь забор, вот этот зиярат восстановить. И к большому удивлению, все завершается тогда, когда какой-то приуроченный день, святой день, вот это строительство завершается или Рабиул Ауал, или вот такие дни. Альхамдулилля. В ходе теплой беседы гости вспоминали о высоких моральных качествах, богобоязненности и любви к своему народу, которые были присущи первому президенту Чеченской Республики. Именно он взял на себя тяжелую ношу и спас чеченский народ, заложив основу для дальнейшего развития региона. Где-то 2002 или 2003 годы Ахмад, дай Аллах джанат, на Маулид нас, Маулид сделал, пригласил нас. Там два этих ходили, журналистки, один подорвался. Просто я хочу момент рассказать. И нас все тогда в Волге были, вот эти 24-ки. Нас всех посадили, привезли домой, а там сидит отец Ахмада, дед, на террасе и смеется. Хлопок один услышали и прибежали, испугали. Вот он так, вот этот гордость, вот этот меня аж это взбодрило, вот это, дай Аллах, вот и отцу покойному, и вам, вот этот, что у него вот этот было у него чувство, вот эта гордость, вот эта смелость, вот она идет, передается
Рамзан Ахмад, дай Аллах вам здоровья. Это момент такой был. Я смотрел вот так, сразу внутренность подсказывает, сейчас будет взрыв. И в это время бум, такой оглушающий взрыв. И я прямо вот так подошел, посмотрел, ничего нет там. Я говорю, давайте, мы вытащили его туда. Он ругает нас, оставили меня дома, испугали трусы, там, вот посмотрите, раненым, там их вытащили. Мы, короче, еле-еле его затащили в машину, он ругает нас, посередине посадили, не выпускаем. Он туда-сюда нас. Я сзади него был. Почему-то, я не знаю, он меня взял, пошли как-то сюда. Когда вот это собрание было, он меня туда в круг завел, внутрь. И вот там, где мы стояли, там обувь там осталась. А мы туда зашли в круг, и там вот круг сделали, там начали читать. Именно там потом взорвалось. Вот там, где мы были. Не, он подошел, американец был. Он подошел, его остановили, он подорвал себя. Мы тебя не хвалим. Мы рассказываем, что было. Абсолютно не подумай даже. Пресс-секретарь, как-то фамилия. Али Карим. Да. Он говорит, Ахмад Хаджи всегда говорил, берегите Рамзана, берегите Рамзана, берегите Рамзана. И его спрашивают, почему именно Рамзана? Рамзан делает половину того, что мы делаем один. Тогда это было сказано. Он один делает половину того, что мы делаем. Да, то, что он за него боялся. Он видел его, что с него получится. Ночью, где-то мы за границей были в командировке, ночью кто-то ему позвонил. Ничего не сказал, молчал. Вот он разозлился, нервничал, после этого не спал. Вот он спрашивает, что случилось? Да вот кто-то позвонил, я думаю, что случилось? Он про тебя испугался. Он говорит, сразу я подумал, что-то случилось с Рамзаном. И он сразу, и что ты подумал? Он сразу начал давать эти указания, кому что, чего делать. Я его когда вижу по телевизору, иногда вот у него разговорная речь, мысли, эти взгляды похожи на отца. Гости также выразили благодарность в адрес регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова за строительство мечети в разных уголках мира и масштабную гуманитарную помощь, оказываемую миллионам людей. Ханты-Мансийский округ. Там он не обращается, чтобы помогли с мечетью обращение Рамзана Хаджи. Представляешь, куда? Другой конец страны. Да, я позвонил, там посмотрели мы все. Сразу он все оплатил, мечеть полностью. Машаллах, Там вообще у него ничего нет, просто земля есть. Ее полностью строить надо. Алхамдулиллах. То, что они сказали, мы отдали. Да, сверху отдали. Чуть больше. Да. Больше на 20% можно сказать. Хмау. Вот там мечеть будет. Алхамдулилля. Вот восхвалять Аллаха. Вот говорить, баракат оттуда идет. Рамзан, это ты привык и несешь свою ношу, но это великое дело и великая благодарность от Аллаха, от людей, великая, в том краю света. И там и то, что вы делаете, я вот смотрю, как они ездят, то в одну страну, то в другую страну. Вот, когда ты отправляешь своих с гуманитарной садаха, это же тоже великое дело. Кто это может быть? Никто? Даже Дело не в деньгах, дело в желании. границы вот с Газой не было открыто. Рамзан Хаджи оказал помощь 20 тысяч семьям. Да, мы читали, мы видели. Семьям. Там. Да, в Газе. Мы перечислили деньги, куда они сказали. На месте все это, то, что им необходимо, важно, они сами сказали, вот этот перечень дали. Все закупали и раздавали вот это. Машаллах. А теперь уже граница открыта, уже 60 чем-то тонн отправили. Сейчас 2 самолета. сейчас мы опять знаем, готовится. Сейчас еще готовится. Вот мы тоже постараемся поучаствовать, я с Аллах Хаджи договорился. Рамзан Кадыров отметил, что всегда будет рад видеть гостей на чеченской земле и предложил им поделиться своими знаниями с подрастающим поколением. Почаще приезжайте лучше дома. Молодежь встречайтесь дома. Вы не приезжайте дома. Университета, института, лекции будут читать там. С молодежью встречаться. Вы можете красиво рассказать. У вас язык хороший там. И вы видели его с молодости, мы вместе учились. Вместе почти выросли дома. Вместе создавали координационный центр, мы вместе косили
Я первый раз вот помню, вот, тот день, да, когда я познакомился. Да. Вот до этого я не помню вас. Вот когда вы приехали, сену косить. До этого, наверное, не работали, поэтому. Тот день запомнился? Тот день запомнился. И у нас вот как раз тоже раз пошел такой разговор. У нас в университете где-то 300 с чем-то чеченцев. Глава региона регулярно поддерживает связь с религиозными деятелями со всей России и за пределами, дабы укреплять единство мусульман и налаживать постоянное взаимодействие. Адам Магомедов, Магомед Бараханов, Харун Абдулаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести Чеченская Республика».